Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня проект «Испытано на себе» находится у головного офиса Центра «Мои документы» Республики Саха-Якутия. И именно сегодня мы постараемся окунуться в простую рабочую атмосферу сотрудников МФЦ. Работа у них нелегкая, но обо всем по порядку. А самое главное, дорогие друзья, сегодня мы попробуем вам рассказать весь путь от того, как простое заявление превращается в готовый документ. Ну что, начнем? Центр «Мои документы» Республики Саха-Якутия – это учреждение, где граждане могут получить государственные и муниципальные услуги по принципу единого окна. МФЦ значительно упрощает процесс взаимодействия граждан с различными ведомствами, позволяя оформить документы и получать меры поддержки без лишних хлопот. На данный момент в республике функционирует 51 отделение Центра «Мои документы», а также регулярно проводятся выезды сотрудников в отдаленные населенные пункты. На сегодняшний день количество сотрудников составляет 482 человека. За прошлый год в МФЦ было обслужено 919 411 человек. Принято 463 536 обращений. Оказано 6915 бесплатной юридической помощи и подтверждено 48 628 учетных записей на портале госуслуги. Чтобы устроиться в МФЦ, кандидат должен соответствовать следующим требованиям. Это высшее образование, грамотная речь, активность, инициативность, ответственность, доброжелательность, умение строить диалог, аккуратность, стрессоустойчивость, а также базовые знания ПК. Это офисные программы, интернет, электронная почта и оргтехника. Испытано на себе. Как и в любой другой серьезной организации, каждый специалист МФЦ должен носить служебную одежду. И я не исключение. Посмотрим. Сегодня у меня будет вот такой жилетик. Обязательно бейджик. Сегодня Анке Хвадари выступает в качестве специалиста МФЦ. Красивый шарфик. Ну и, собственно, потом мы выйдем на рабочее место. Ежедневным приемом заявлений от граждан занимается клиентская служба. И подробности их работы мы узнаем сейчас у заместителя начальника. Пройдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается клиентская служба МФЦ? Мы осуществляем прием и выдачу документов, оказываем выездное обслуживание и консультирование граждан, в том числе через контакт-центр и онлайн-приемную. Специалисты центра ориентируются в 18 программах информационных системах и оказывают прием документов по всем услугам. Например, в городе Якутске их свыше 200. Екатерина Николаевна, подскажите, пожалуйста, а как можно попасть к вам на прием? В Центр «Мои документы» можно попасть как по живой, так и по предварительной записи. Записаться можно через социальную сеть ВКонтакте, через наш портал mfcsaha.ru, сервис «Предварительная запись», либо обратившись к виртуальному помощнику Татьяна, либо и по номеру 8 800 100 22 16. А со скольки до скольки работает клиентская служба МФЦ? Головной офис города Якутска на Амосова 18 ведет прием граждан с понедельника по пятницу с 9 до 6 вечера, а в среду с 9 до 20:00 без перерыва на обед. А что касаемо филиалов? С режимом работы филиалов города Якутска вы можете ознакомиться на нашем сайте mfcsaha.ru. Екатерина Николаевна, благодарим вас за полезную информацию. Вам спасибо. А сейчас, Дарья, мы приглашаем вас попробовать себя в роли специалиста клиентской службы. Испытано на себе. Добрый день. Здравствуйте. Можно ваш талончик, пожалуйста? Чем я могу вам помочь? Я хочу оформить паспорт в связи с тем, что я заключила брак и поменяла фамилию. Хорошо, тогда мы оформляем замену паспорта в связи с заменой фамилии. Мне нужны ваши оригинальные документы. Это паспорт, свидетельство о браке, а также фотографии в количестве 2 штук.
Согласно регламенту предоставления услуги предусмотрена оплата госпошлины в размере 300 рублей. Пожалуйста, оплатите. Итак, вам необходимо будет проверить сейчас ваши данные. Сверьте, пожалуйста. Обязательно проверьте все пункты. И вам необходимо будет поставить подпись, где стоят галочки. Номер Е4 окно. Номер Е32 окно 3. Все верно. Итак, мы с вами оформили заявление на замену паспорта. Да? У нас все документы мы отправляем в пакетик. Это свидетельство о заключении брака, фотографии, паспорт, также расписка, квитанция об оплате. Так, а эта расписочка остается у вас. Ваш готовый документ вы получите в течение 7 рабочих дней. О готовности документа вам придет уведомление на вашу электронную почту. Вам необходимо будет подойти к месту получения документа с паспортом и с этой распиской. Готовность результата можете отследить через сайт МФЦ по номеру вашего обращения. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Испытано на себе. Теперь наше заявление направляется в архив, где оно будет отсортировано вместе с другими документами и направлено на обработку. Здравствуйте. Здравствуйте. Выбираем. Испытано на себе. Ну а сейчас мы находимся в отделе обработки документов и контроля, где все заявления проходят качественную проверку. И подробнее об этой работе нам расскажет начальник отдела. Это Светлана Игоревна Алексеенко. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите немножечко о том, что входит в ваши полномочия и чем занимаются ваши сотрудники. Основными направлениями работы нашего отдела является качественная проверка документов и доставка их в органы власти и обратно в наши офисы. Помимо этого мы обеспечиваем контроль сроков предоставления услуг. Наши сотрудники многофункциональные, быстрые и умелые. Можно сказать, что в принципе здесь проходит основная работа, да? Это проверка всех документов, да? Ну и, соответственно, распределение их по различным организациям. Да, мы сортируем уже из всех офисов документы. Помимо этого у нас идет проверка документов из дополнительных офисов в районах, в которых у нас этих органов нет. И, соответственно, мы здесь дополнительно обрабатываем их в программах и уже обеспечиваем и контролируем, чтобы они точно дошли до органов власти. А в случае, если документы не соответствуют требованию, да, и вы находите некие моменты, которые не соответствуют, да, данным, что в этом случае происходит? Далее заявление. В таком случае мы обязательно информируем заявителя, предлагаем ему варианты решения, в том числе мы его можем дать приглашение на срочное исправление. В любом случае мы в течение одного рабочего дня доставляем все документы в орган.
Светлана Игоревна, сегодня я выступаю в качестве специалиста МФЦ, и мы принесли вам папочку с нашим заявлением и с оригинальными документами. А какой путь далее у него будет? Сейчас его проверят. После этого сразу отправят в орган. Итак, наше заявление направлено в ведомство. Срок оформления паспорта 7 рабочих дней. Ну а пока мы ждем результаты нашей работы, предлагаем вам посетить контакт-центр МФЦ, который не раз был удостоен международных и всероссийских наград. Испытано на себе. Рада приветствовать вас в региональном центре телефонного обслуживания. Мы консультируем заявителей о порядке предоставления услуги, которые предоставляются в нашем центре, предоставляем информацию о готовности документов, которые были приняты в нашем центре, также осуществляем предварительную запись, отменяем запись на прием в наш центр, также принимаем заявки на выездное обслуживание. Позвонив на бесплатный номер телефона 8 800 122 16, можно получить консультацию на 2 языках – на русском и якутском. Региональный центр телефонного обслуживания работает с применением технологий искусственного интеллекта. Работает круглосуточно, без перерывов и выходных. В рамках проекта «Испытано на себе» сегодня у меня есть уникальный шанс попробовать себя в качестве операциониста контакт-центра МФЦ. Вы видите, что работа здесь кипит. Действительно, работает всего лишь 12 человек, которые обслуживают всю республику. Но я сегодня попробую оказать помощь кому-то из граждан нашей республики. Здравствуйте, вас консультирует специалист МФЦ Дарья. Подскажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь? В какой бы офис вы желали бы записаться? На выбранную вами даты доступны талоны с 14 до 17:00. Хорошо, мы записали вас на 14:00. Ну что ж, я думаю, я помогла хотя бы одному человеку и оформила запись на посещение МФЦ. Это достаточно простая услуга, но сотрудники контакт-центра действительно решают очень много вопросов. Но самое главное из них – это консультация по услугам многофункционального центра. Испытано на себе. Здравствуйте. Добрый день. Можно ваш талончик, пожалуйста? Слушаю вас. Какой документ вы получаете? Я хочу получить паспорт. А есть ли у вас расписка с собой? Да. Спасибо. Ваш паспорт готов. Пожалуйста, проверьте все данные. Все И вам необходимо поставить подпись на месте, личная подпись. В целях улучшения качества обслуживания предлагаем вам оценить качество предоставленной услуги. Вы можете оценить ее двумя способами: либо СМС-оценкой, либо через сервис оценка качества на сайте МФЦ. Какой способ для вас предпочтительнее? СМС-сообщение. Спасибо. Испытано на себе. Помимо получения услуг непосредственно в офисах МФЦ через клиентскую службу, можно подать заявку электронно. Если вдруг вы не владеете этими возможностями, вы также можете подойти в офис в МФЦ, и сотрудники помогут вам оформить заявку электронно. Вот и сейчас я постараюсь помочь кому-то из жителей нашей республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Можно ваш талон? Так, здесь он паспорт. Чем я могу помочь и какая электронная услуга вас интересует? Я хотела бы заказать выписку ЕГРН на портале госуслуг. Хорошо. Пожалуйста, вот вы сейчас должны авторизироваться. Для авторизации в личном кабинете, пожалуйста, вам необходимо будет ввести ваш логин и пароль. Для оформления выписки ЕГРН нажимаем на вкладку «Земля и дом». Далее выписка ЕГРН. А какая именно выписка вас интересует? Есть вариант оформить бесплатную выписку, и там будут все основные моменты. Да, мне нужна вот электронная экспресс-выписка на портале. Результат в личный кабинет поступает моментально. Если вам потребуется бумажный вариант, я могу вам его распечатать. У нас есть услуга выдачи результатов с единого портала государственных услуг. Подойдет электронная. Распечатывать не нужно, спасибо. Хорошо.
Вот видите, человек смог оформить заявку самостоятельно. Нужно было лишь грамотное сопровождение. И в этом вновь помогают специалисты МФЦ. Испытано на себе. Сотрудники МФЦ периодически выезжают в перинатальный центр города Якутска, где молодым мамочкам оказываются услуги по консультации и оформлению документов на малыша, такие как свидетельство о рождении, СНИЛС, материнский капитал и пособия. Самыми популярными, конечно же, вопросами являются детские пособия. Ну и обязательно каждый сотрудник, когда выезжает на место, обязательно должен с собой взять атрибут – это ноутбук и принтер, для того, чтобы услуга была оказана в полном объеме. Сегодня офисы центра «Мои документы» представлены в каждом районе Якутии. За день через офисы центра проходят более 3000 заявителей. И кроме этого, в устной и письменной форме консультации по оформлению услуг получают еще около 1500 граждан. Получать услуги довольно комфортно. Все они принимаются по принципу одного окна. Для удобства заявителей в центре «Мои документы» есть места для самостоятельной работы, где каждый человек может воспользоваться компьютером. Центр «Мои документы» – победитель всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший проект МФЦ» и «Лучшая практика по информатизации МФЦ». Региональный центр телефонного обслуживания на базе центра – победитель нескольких всероссийских конкурсов колл-центров, в том числе одного из наиболее престижных – «Хрустальная гарнитура». По итогам 2023 года МФЦ Якутии был признан одним из лучших в стране по уровню эффективности. Высокая оценка на конкурсах федерального уровня еще раз подтверждает, что Центр «Мои документы» Якутии является одним из лучших центров России. Но самой важной оценкой являются, конечно же, отзывы жителей нашей республики. Ежедневно мы получаем письменные и устные благодарности со всех уголков республики. И это высшая оценка для каждого сотрудника МФЦ. Центр «Мои документы» осуществляет выездное обслуживание как по районам нашей республики, так и внутри города. Сегодня к нам поступила заявка. Давайте же узнаем, в какой услуге нуждаются жители нашей столицы. Кто там? МФЦ. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, мы вас ждали. Мы находимся у семьи Игнатьевых. Давайте же узнаем, какую услугу хочет получить глава семьи. Валерий Петрович, здравствуйте. Какую услугу хотите получить? Проезд. Проезд. Вы куда ездили? Отдыхать ездили? Хочу компенсировать. Хорошо. Дайте, пожалуйста, мне ваши документы, и мы составим с вами заявление. Ну вот, я хочу компенсировать вот этот проезд. Так. Паспорт. Итак, это ваше заявление. Вам нужно поставить подпись вот здесь. Поставьте. Итак, ваше заявление оформлено. Как только мы получим ответ от социального фонда, вам позвонит наш специалист из контактного центра. Хорошо, поэтому ждите звонка. Испытано на себе. Мои документы – это прежде всего люди, активная позиция которых движет центр вперед. И помимо вклада в основную деятельность, качество услуг, коллектив на постоянной основе принимает активное участие в городских и республиканских мероприятиях, участвует в благотворительности, общественных и экологических проектах, а также принимает активное участие в городских субботниках и акциях. Помимо этого, МФЦ запускает свои собственные долгосрочные проекты, например, «Время чудес», в рамках которого любой желающий может направить открытку с новогодними пожеланиями в любую точку России.
Спорт всегда является неотъемлемой частью МФЦ и его коллектива. Сотрудники принимают участие в разных спортивных мероприятиях, в таких как якутские марафоны, спартакиады, а также ГТО. Проводятся досуговые мероприятия на сплочение коллектива, такие как веревочные курсы. 27 июля свой профессиональный праздник, День работника МФЦ, отмечают сотрудники российских многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Идея создания подобной структуры в стране появилась еще в 2000-х годах, а первый центр распахнул свои двери 20 апреля 2010 года в городе Якутске по адресу улица Амосова, дом 18. Уважаемые заявители многофункционального центра, дорогие жители Республики Саха-Якутия. Наш центр на протяжении уже многих лет реализует свою миссию. Это повышение качества и доступности, простоты и удобства получения государственных муниципальных услуг и сервисов. На базе нашего центра доступна консультация и оформление документов по большинству государственных муниципальных услуг. Организовано выездное обслуживание, оказывается бесплатная юридическая помощь. И на протяжении уже многих лет в нашем центре работают истинные профессионалы своего дела. Да, сфера государственных услуг не стоит на месте, потому что меняются ожидания и потребности нас с вами, простых людей. Мы хотим получать услуги в более удобной форме и практически моментально. Поэтому сейчас основные государственные муниципальные услуги доступны уже в электронном виде для самостоятельного оформления. А часть из них оказывается уже практически в цифровом виде, полностью проактивно, без участия человека. Тем не менее, важна и велика роль сотрудника многофункционального центра. Я говорю про оказание помощи на базе наших секторов пользовательского сопровождения и зон электронных услуг, когда сотрудники МФЦ помогают человеку разобраться в большом потоке информации и правильно оформить заявку. И традиционно в конце июля, в день принятия нашего основного федерального закона об организации предоставления государственных муниципальных услуг, 27 июля, мы, сотрудники многофункциональных центров всех регионов по всей стране, негласно, тем не менее, отмечаем наш профессиональный праздник – День сотрудника многофункционального центра. Дорогие коллеги, я обращаюсь к вам. Я выражаю вам огромную признательность и благодарность за ваш неустанный труд, за ваш профессионализм, за ваше постоянное стремление к развитию и, самое главное, за ваше искреннее желание помочь каждому человеку, каждому нашему заявителю. И желаю нам только процветания и дальнейшего благополучия. Испытано на себе. На этом мой опыт в качестве сотрудника МФЦ подходит к концу. Мы благодарим за организацию съемок многофункциональный центр нашей республики. И мы с уверенностью можем сказать, что благодаря команде центра «Мои документы» жители нашей республики могут с точностью получать все услуги. Ну а самое главное, они имеют возможность проще получать документы. Ну а мы увидимся уже скоро. Испытано на себе сотрудник МФЦ. До новых встреч!